الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөхтәрәм газиз кардашларым, хәерле кичләр. Мин инде сездән сорыйм, якынрак килегез, мондарак бит, якынрак килегез. Таралмагыз. Бу кичәне без рус телендә алып барабыз, шуңа күрә безгә ачуланып калмагыз. Мы этот вечер будем вести на русском языке, поэтому просим всех понимать, потому что это касается всех, не только те, которые на татарском языке хорошо говорят, но и те, кто говорит только на русском языке. Поэтому, альхамдулилля, этот круглый стол мы начинаем с именем Всевышнего. И, значит, я хочу представить вам, значит, наших ведущих. Я уж являюсь как бы здесь в данном случае модератором, буду вести это мероприятие и буду давать слово, например, начнет у нас Булат Хазрат, потом Фаниль Хазрат, потом Салимджан Хазрат. И тема сегодняшнего круглого стола это великодушие ислама. То есть мы сегодня очень часто видим по телевизору или слышим, когда говорят исламский терроризм, когда говорят про ИГИЛ, когда говорят про какие-то секты, которые, значит, только каким-то вооруженным или каким-то таким, значит, кровопролитным таким каким-то, значит, видением, да, своего давата, своего призыва, значит, и это все сравнивает, и все это, значит, еще плюс ко всему обозначает, что это ислам, что это религия и так далее. Поэтому мы, значит, я от лица Центральной соборной мечети говорю, да, я заявляю, что нет ничего общего ислама и терроризма. Это два разных слова. И мы сегодня вот так вот объявили, что мы будем делать круглый стол, и чтобы нас слышали все. Мы хотим рассказать о том, как ислам зарождался, о том, как эта религия, значит, распространялась по всему миру, и что ислам это в переводе, значит, то есть он магнасы, то есть его смысл это здоровье, это мир. И иншаллах каждый из выступающих он объяснит, значит, приводя аяты и приводя хадисы и жизнь пророка Мухаммада сам, и мы убедимся в этом сами. То есть, поэтому я благодарю всех, кто сюда пришел. Аллах разы болсын. И ради Аллаха мы, значит, начинаем, да? Бисмилля. Слово предоставляется Булат Хазрату. Пожалуйста, Хазрат. Бисмилля, альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля, ва аля алихи ва сахбихи ва ман валя ва ба'д. Иштламу? Слышно? Альхамдулилля. Значит, для человека, который знаком с исламом, изучал ислам, нет сомнения и не скрыто для него то, что такие понятия, как великодушие или толерантность и терпимость, есть неотъемлемая часть этой религии. На это указывает множество аятов из книги Аллаха Субхану ва Тааля и также из высказываний хадиса пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям и также его жизненные примеры. Поэтому хотелось бы привести несколько доводов из Корана и из хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, на великодушие ислама. В одном из аятов, а именно в 107-м аяте суры Аль-Анбия, Аллах субханаху ва тааля, разъясняя пророческую миссию Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, говорит следующее: «Вама арсальнака илля рахматан лил алямин». Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам. И как известно, как толкователи Корана, муфассиры сказали, аль-алямин, миры, это все сущее, кроме Аллаха субхану ва тааля. То есть миры, которые мы видим,
и те, которые скрыты от нашего взора, со всеми его обитателями, а в том числе и люди, вне зависимости от их цвета, расы, положения и вероисповедания, к ним всем пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, был ниспослан как милость, с милостью. И то есть каждый тем или иным образом ощущает и видит вот эту милость ислама, милость пророческой миссии пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Одни, принимая ислам, они ощущают эту милость в этой жизни и в следующей жизни. А те же, которые не принимают ислам, не становятся мусульманами, они видят проявление и отражение этой милости на мусульманах. Общаясь с ними, ведут с ними дела и видят отражение этой милости в благом нраве этих мусульман, в их доброте, милосердии, снисходительности, справедливости, верности своим клятвам и договорам. И пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, в хадисе, переданном от Абдуллы ибн Амра, завещал верующим милость и милосердие ко всем, кто живет на земле, без исключения. И сказал: «Ирхаму ман фил ард, ярхамукум ман фис сама». Проявите милость к тем, кто на земле, и тот, кто на небесах, проявит к вам свою милость, он сказал. И в комментариях к этому хадису Ибн Батталь, один из ученых, комментаторов Сахих аль-Бухари, говорит: этот хадис побуждает к проявлению милости ко всем людям, как мусульманам, так и к немусульманам. И даже к животным, одомашненным и диким, кормя этих животных, не перегружая их грузом, не проявляя физического насилия. В другом хадисе от Джабира ибн Абдуллы пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал следующее: «Ля ярхамуллаху ман ля ярхамун нас». Не проявит Аллах милость к тем, кто не проявляет милость к людям. В этом хадисе пророк, саллиллаху алейхи вассалям, предостерег нас и всех людей от любого проявления вражды, ненависти и насилия по отношению к другим людям, вне зависимости от их мировоззрений, потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: кто не проявит милосердие, милости к людям, сказал. Это обобщение. То есть человек, каким бы он ни был, мусульманин, и другой человек должен к нему относиться с милостью, с милосердием, дабы не лишиться милости Всевышнего, к которой мы все стремимся. И как ранее упоминалось, со слов муфассиров, толкователей Корана, милость должна проявляться не только по отношению к людям, но ислам также призывает к проявлению милости даже к животным. И как в хадисе от Абу Хурайры, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, приводит притчу. Как однажды один человек, идя по пустыне, мучаясь от жажды, нашел колодец. Спустился, напился воды, и когда поднялся, вышел из колодца, увидел рядом с колодцем собаку, которая от жажды лизала песок. И он подумал: эту собаку жажда мучит так же, как и меня мучила. И, спустившись обратно в колодец, набирает свой кожаный носок, башмак, воду, поднимается и дает напиться этой собаке. И тогда сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, спросили: «О посланник Аллаха, разве нам полагается награда из-за животных?» И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: награда полагается за все живое. Этот хадис привел Аль-Бухари. Наряду с общими указаниями на проявление великодушия, вот мы упомянули аяты и хадисы, которые призывают мусульман проявлять великодушие, милость ко всем сущим, ко всем живым существам. В Коране и в хадисах есть отдельные указания на проявление милости по отношению к приверженцам других религий. Как в одном из аятов, а именно в 8 аяте суры Аль-Мумтахана, Аллах субхану ва тааля сказал: «Ла янхакум Аллаху анил ладзина лам юқатилукум фид-дин, ва лам юхриджукум мин диярикум ан табаррухум ва туқситу илейхим, инна Аллаха юхиббуль муқситин». Аллах субхану ва тааля не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не враждовали с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину Аллах любит беспристрастных, справедливых. Данный аят является основополагающим в отношениях мусульманина с приверженцами других религий. Аллах не запрещает мусульманинам навещать приверженцев других религий, будь то их родственники
или нет. Оказывать им помощь и отвечать им добром на добро и справедливостью на справедливость, если они не враждуют с ними из-за их религии. То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит, что не является грехом, если человек, мусульманин, относится добро и милостиво, великодушно к приверженцам других религий. Напротив, этот аят говорит, что эти действия приветствуются. Исходя из слов Аллаха Субхану ва Тааля в конце аята, воистину Аллах любит беспристрастных, справедливых. И исходя из тех общих аятов, которые побуждают человека быть великодушным и милостивым ко всем творениям. Но, к сожалению, в наше время многие забывают или не знают данную истину. И поэтому часто приходится наблюдать, как человек, вновь только принявший ислам, он начинает враждебно относиться к окружающим его людям. К тем людям, с которыми он вчера только был другом, друзьями, относился к ним дружелюбно, великодушно, будь то это его родственники, родители, будь то это его друзья, с которыми он провел долгую часть своей жизни. И сегодня, придя в ислам, он меняется, начинает с ними враждовать, смотрит на них свысока. И своим данным поведением он настраивает против себя других людей. Человек смотрит, говорит, человек был хорош, но вот он начал в мечеть ходить и изменился в плохую сторону. И тем самым у людей складывается ложное впечатление, ложное мнение о том, что ислам призывает к чему-то плохому. А должно быть все наоборот. То есть человек, когда принимает ислам, его нравственные качества должны улучшиться. Он своим нравом, своим поведением должен людей призывать к исламу. Все люди должны смотреть на него и восхищаться. Смотри, человек был таким-то, а начал ходить в мечеть, стал мусульманином и изменился совсем в другую сторону. Стал совсем другим человеком. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я был ниспослан для того, чтобы усовершенствовать и дополнить нравственные достоинства». Взять лишь отношение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, к своему дяде Абу Талибу, который остался на религии своих дедов до конца своей жизни. Несмотря на это, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, относился к нему с мягкостью и уважением и не переставал призывать его вплоть до самой смерти Абу Талиба. В 46-м аяте суры Аль-Анкабут Аллах Субхану ва Тааля указывает на то, как должна вестись дискуссия с людьми Писания, и говорит: «Валя туджадилу ахля аль-китаби илля биллати хия ахсан». Если вступаете в спор с людьми Писания, то ведите его наилучшим образом, говорит Аллах Субхану ва Тааля. То есть, даже когда происходит какой-то спор, дискуссия, мы должны вести этот спор самым благопристойным образом, проявляя высокие нравственные качества и доброту по отношению к собеседнику. В другом аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Уд'у иля сабили раббика биль хикмати валь мау'изатил хасана, ваджадильхум биллати хия ахсан». Призывай на путь Господа твоего мудростью и добрым назиданием, и веди спор с ними наилучшим образом. Сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, всегда проявлял терпимость, великодушие по отношению к своим соплеменникам, к приверженцам других религий. И даже когда у него была возможность, все мы знаем историю, хадис из Сиры, когда пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, явился ангел гор вместе с ангелом Джибриилем и предложил ему обрушить горы на его соплеменников. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Нет, не надо. Я надеюсь, Аллах выведет из них тех, кто будет поклоняться одному лишь Аллаху, не предавая ему сотоварища». И даже когда пророка, саллаллаху алейхи вассалям, попросили: «Сделай лагнат, прокляни многобожников», пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инни лям уба'ат ла'анан ва иннама бу'ithtu рахма». Я не был послан проклинателем, но я был послан с милостью, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И в заключение хотелось бы упомянуть аят из суры Аль-Бакара, 256. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ля икраха фиддин». Нет принуждения в религии. Этот аят подчеркивает совершенство ислама, который благодаря своим безупречным доказательствам и ясным знамениям является религией разума и знаний. Благодаря своему совершенству и полному соответствию человеческому естеству, аль-фитра, ислам не нуждается в принуждении. И также в суре Аль-Гашия Аллах Субхану ва Тааля, обращаясь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Фадаккир иннама анта мудаккир
«Ляста алейхим бимусайтир». Наставляй же, ведь ты наставник, и ты не властен над ними. То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит, тебе не следует их принуждать. Ты не должен их принуждать, но ты должен только доводить. То есть ты не властен над этими людьми. Это лишь некоторые аяты из хадисы, которые указывают на великодушие ислама. И что религия ислам в ее чистом проявлении, не искаженная ложными воззрениями или нововведениями, призывает к милости и терпимости по отношению ко всем людям, вне зависимости от их расы, пола или вероисповедания. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллах на рахмат eylesin. Мы благодарим Булат Хазрата. Да, он вот сделал такое введение, привел аяты и хадисы, в которых ясно и понятно, что наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям пришел как только милость для миров. И примеры, которые были в жизни пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, приведет дорогой наш Фани Хазрат, пожалуйста, слово ему. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах. Для того, чтобы понять, насколько пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был милосердным, милостливым, был терпимым, для этого надо просто представить, в какое время он жил, пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Это были 600-е годы по григорианскому календарю, 500-е, 600-е годы. В это время воевали две большие империи, Римская империя, Персидская империя. Арабы, бывало, затевали войны из-за простых пустяков. Человек становился рабом, потому что не мог какой-то договор выполнить. Нарушались разные права. Человек брал в долг, и из-за того, что взял в долг, становился рабом, потому что по причине ростовщичества не смог выплачивать этот долг. Когда люди признавали только силу, то есть если это есть сила, то у тебя есть власть. Если у тебя нет силы, то у тебя нет власти. Ты никак не мог влиять на человека по-другому. И в это время пророк, саллаллаху алейхи вассалям, появился среди арабов. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как видим, как примеры приводились, никогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не проклинал никого, не обзывал никого. Максимум, как говорят ученые, сиры, максимум, что он сказал был, когда увидел, что сподвижники между собой начали драться, и ансары начали кричать «О ансары», а мухаджиры начали кричать «О мухаджиры», когда у них между двумя людьми, между ансарами и мухаджирами вспыхнул конфликт, появился конфликт, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил им то, что в них еще оставалось невежество. То есть он начал порицать то, когда люди начали взывать каким-то именам, как вот была группа ансаров, была группа мухаджиров. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, порицал это. Когда один сподвижник назвал другого сподвижника, сказал то, что он является сыном черной женщины, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О, такой-то, в тебе есть еще невежество». То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, силами пытался вот это искоренить в людях, вот эту жестокость, которая была, вот это, которая нетерпимость была, вот эти понятия, как кожа, как нация, национализм и так далее. Аллах Субхану ва Тааля в Коране нам сообщил, то, что Он создал нас племенами, создал нас народами. Однако Он пояснил для чего это было создано. Не для того, чтобы мы гордились друг перед другом, не для того, чтобы один человек мог унизить другого человека, чтобы считал себя лучшим. Цвет кожи, тот народ, откуда ты вышел, это все Аллах Субхану ва Тааля сказал лишь для того, чтобы литаарафу, чтобы вы узнавали друг друга. Вот как мы узнаем, когда ты спрашиваешь человека, откуда он, говорит: я из такой-то деревни, я по такому-то адресу живу, у меня такой-то отец. Вот, только для того, чтобы люди узнавали друг друга. Литаарафу. Аллах Субхану ва Тааля создал нас, а не для того, чтобы каждый народ кичился друг перед другом. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мы знаем, что его
его соплеменники изгнали из Мекки, и он переселился в Медину. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не пытался как-то пойти войной или взять месть. Не двигали его такие мысли. Однако первым, что сделал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приехав в Медину, это он начал заключать перемирие с разными племенами. То есть не начал воевать против них. Если есть возможность, если была возможность, что племя заключит с тобой договор, первое, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал, это заключал с ними мирный договор. И большинство сражений, как мы видим, которые совершал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, они были защитными сражениями. То есть для того, чтобы только защитить себя от смерти, и все. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, если была возможность, заключал договор. Смотрите, как он заключил договор во время Худайбии. Большинство пунктов этого договора было против мусульман. Например, такой пункт, как если мусульмане уйдут из Мекки, убегут из Мекки, то мусульмане вернут их обратно. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пошел на это и заключил мирный договор. Для чего это? Потому что целью ислама никогда не было убивать кого-то, издеваться над кем-то, одерживать верх над кем-то. А это был, целью ислама всегда был призыв к поклонению Аллаху субханаху ва тааля. И поэтому мы видим, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был милосердным не только к каким-то правителям, не только к каким-то большим людям. Было такое, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, иногда был в группе своих сподвижников, приходил бедуин, у которого нету никакого образования, который черствый человек. И он приходит к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, держит его за накидку, тянет резко за накидку, и на плечах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, от того, как он, от жесткости этой накидки остаются даже следы на плечах. И при этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поворачивается с улыбкой к этому человеку, потому что знает, что двигало этим человеком это невежество его. И начинает спрашивать, зачем тот пришел. И тот говорит: о Мухаммад, обращается. Этот бедуин был мусульманином, однако обращается к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, без какого-либо адаба: о Мухаммад, дай то, что тебе дал Аллах, то богатство, которое дал тебе Аллах. Никакого адаба также. И при этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, продолжает улыбаться и велит сподвижникам остыть свой пыл и дать этому человеку то, что он просил. И дать этому человеку то, что он просил. Также мы знаем пример пророка, саллаллаху алейхи вассалям, с бедуином в мечети, который зашел в мечеть для того, чтобы справить свою нужду. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил сподвижникам какую-то агрессию по отношению к этому бедуину и научил этому бедуину, так как он понимал то, что движется им все тоже его невежество. И есть и сподвижники переняли вот эту милость, к которой пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И приводится, что Халид ибн Валид, знаем, полководец, великий полководец Халид ибн Валид, написал однажды Абу Бакру Сиддику, когда тот был правителем мусульман, написал про район в Ираке. И в этом районе в большинстве жили именно христиане. И он попросил правителя мусульман, что сделать. Если какой-либо человек дойдет до преклонного возраста, представляете, то время, когда про каких-то слабых людей, женщин, рабов, ничего не предпринимали. А тут Халид ибн Валид пишет, чтобы правитель мусульман, если бы какой-либо человек достиг бы преклонном возрасте, в котором он бы не смог бы выполнять какую-либо работу, или бы, если его постигло бы какой-то афат, то есть стал бы инвалидом, или был богатым и стал бы бедным, так, что даже люди его религии, он не про мусульман пишет, а про кого? Про христиан пишет. И говорит так, что был богатым и стал бедным настолько, что даже его
люди его религии начали платить, давать ему садака, он попросил, чтобы этого человека полностью освободили от всяких налогов. То есть человек достиг преклонного возраста, старик, не может выполнять работу, или человек, который стал инвалидом, это то время, или человек, который был богатым и резко обанкротился, так что ему даже начали садака давать, полностью освободить этого человека от налогов. Раз. И чтобы этот человек стал под обеспечение бейтуль маль муслимин, под полное обеспечение государства мусульманского. И Абу Бакр в присутствии всех сподвижников подтвердил это и издал такой указ, что если человек доходит до такого-то возраста, хотя этого человека могут содержать его родственники, по идее, его сыновья, другие родственники, однако Халид ибн Валид ввел такой закон, и Абу Бакр подписал это, то есть согласился с этим в присутствии большинства сподвижников, то есть это никто из сподвижников не сказал ничего против этого. А эти же люди были, как мы сказали, в основном, хоть пример был Халид ибн Валидом представлен в отношении христиан, которые жили на территории Ирака, однако это было использовано везде, вне зависимости от нации, вне зависимости от цвета кожи, вне зависимости от статуса человека, вне зависимости от его религии. Также Умар ибн Хаттаб часто, во времена своего правления, часто встречал делегации. То есть он был амиром, к нему приезжали делегации с разных мест, с разных районов исламского государства, исламского мира. И каждый раз, когда к нему приезжали делегации, первое, что спрашивал Умар ибн Хаттаб, не как их дела идут, не для чего они приехали и так далее, а первое он что спрашивал, как мусульмане относятся к немусульманам. Как мусульмане относятся к немусульманам. То есть обижают ли их, соблюдают ли их, не обижают ли их, соблюдают ли их права и так далее. Представляете? То есть первое, то, что он спрашивал, было вот это. Соблюдают ли мусульмане права не мусульман, живущих на территории исламского мира? И те сообщали, если было что-то, с чем они не согласны. И Умар ибн Хаттаб часто такие даже отправлял людей для таких проверок. И Аллах Субхану ва Тааля, Аллах Тааля такие основы, также на такие основы указал нам, то, что вне зависимости от религии мы должны быть терпимы, мы должны быть великодушны к другим людям, к мусульманам, к немусульманам. Аллах Субхану ва Тааля сказал про родителей, которые пытаются тебя отвернуть от ислама. وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Если твои родители пытаются, говорит, сделать так, чтобы ты поклонялся кому-то помимо Аллаху, сделать из тебя многобожника, не подчиняйся им, просто сказал. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Однако будь им сахиб, будь им спутником в этой жизни с хорошими отношениями. Будь им хорошим спутником в этой жизни. И однажды к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, пришла дочь Абу Бакра, Асма, да будь доволен ею и ее отцом Аллах. И она сообщила, в то время между мусульманами и мушриками было такие натянутые отношения, можно сказать, военные отношения. И к ней приехала ее мать, сказал, на то, если мы будем жить вне исламского мира,
То есть, как мы вот сейчас в России живем. Это не исламский мир. Мы тут меньшинство. Это большинство тут других конфессий. Шлайбет. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кто отнесся несправедливо к муахаду, муахад, тот, с кем был заключен договор мирный. То есть мы живем тут в России, значит, мы живем с теми, с кем заключен что? Мирный договор. То есть мы с ними живем в мире. Вот так лучше скажем. Если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: человек отнесся несправедливо к такому человеку, то есть к немусульманину, или дал ему работу сверх его возможностей, или взял, отобрал у него без довольства того человека, то я буду защитником этого человека в судный день. Защитником вот этого угнетенного в судный день. А этот человек не был мусульманином. Однако мусульманин отнесся несправедливо к нему, и даже из-за этого некоторые ученые, вот таких хадисов очень много, и даже некоторые ученые сказали, основываясь на этих хадисах, что несправедливость по отношению к немусульманину греховней, чем к мусульманину. Основываясь вот на эти хадисы. Есть ученые, которые сказали, несправедливость к такому человеку греховней, чем несправедливость по отношению к мусульманину. Также Али ибн Аби Талиб в свое время, мы знаем, что у мусульман были свои налоги, так скажем, у немусульман были свои налоги. И Али ибн Аби Талиб говорил: они дают нам эти деньги, и по причине этих денег их имущество как наше имущество. Их имущество как наше имущество, и их кровь как наша кровь. То есть перед законом мы все одинаковы. Да, также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда мы знаем, что Аллах субхану ва тааля нигде нам, даже аят привели, нигде не запрещал нам взаимодействовать с немусульманами. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хоть у него и были, хоть он и воевал в какое-то время, защищался от иудеев, так скажем, были какие-то недопонимания. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вел с ними торговые дела, вне зависимости, относился хорошо к ним. И даже мы знаем, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда умер, он умер, и у него его кольчуга была заложена у одного иудея. То есть он взял продукты в обмен на свою кольчугу. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мы знаем, иудеи, это были евреи, и у них есть свой язык. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назначал некоторых сподвижников для чего? Для того, чтобы они изучали их язык и переводили Коран, переводили вот эти наставления пророка, саллаллаху алейхи вассалям, на их язык. Хотя те жили среди арабов. Они прекрасно знали язык арабский. Намного даже, может, лучше, чем сейчас современные арабы знали. Но при этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, для того, чтобы быть с ним в хороших отношениях, что приказывал сподвижникам выучить их язык и потом переводить слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, этим иудеям. И один из востоковедов, на этом закончим, один из востоковедов, Адам Митц, в своей книге, которая называется «Исламская цивилизация в IV веке по хиджре», сказал: исламский шариат никогда не закрывал двери
перед немусульманами. Никогда не закрывал двери перед немусульманами. И мы видим, говорит, то, что если посмотрим историю исламских городов, исламской цивилизации, мы видим, что очень много торговцев, очень много врачей, очень много тех, кто меняет купюры, то есть золото одного государства на золото другого государства, были не из мусульман. Не из мусульман. Мы видим, что большинство торговцев были, например, в Шаме из иудеев, когда большинство врачей и писцов были из христиан. И, например, был один из главных христиан в Багдаде был врачом халифа. Когда также при халифате в самом государстве работали как христиане, так и иудеи, говорит. То есть он указывал на то, что мусульмане всегда в хороших отношениях были с немусульманами, даже до того, что престижные такие положения в государстве не всегда занимали мусульмане в исламском государстве. Были среди них и иудеи, были среди них и христиане. Как видим, даже врач самого халифа был не мусульманином. Фанни Хазрат у нас, значит, даже не переводит, читает прямо с арабского, значит, на ходу, синхронно переводит на русский, поэтому он так глубинно уходит в темы, и он затронул темы именно вот того времени, когда и именно тот период, когда у мусульман, скажем, было свое государство, не зря, потому что, скажем, вот это вот, как назвать, движение, которое себя провозглашает там исламским якобы государством, да, это движение, которое себя так позиционирует, значит, и с такими флагами, на которых написано «Ля иля илля Мухаммаду Расулюллах», а это наши калима, и наши бабаи говорили, что это калима тойиба, да, то есть это наши калима, и они вот под этими знаменами показывают себя, что это исламское государство, но в то же время делают такие какие-то страшные преступления, которые никак ни в какие, значит, условия никак не могут они попасть, ни в какие рамки не могут попасть. То есть даже если мы берем тот период, когда, значит, у мусульман было свое государство, даже тогда, когда были какие-то конфликты, а мы говорим вещи своими именами, мы здесь собрались не для того, чтобы уходить от углов каких-то острых, да, мы говорим вещи своими именами, и мы сюда приглашали и журналистов, и мы приглашали, значит, пригласили сюда, значит, и людей, которым интересно это, и психологи это, и педагоги это, и, значит, представители, значит, власти. То есть, и мы говорим сегодня, не обходя эти острые углы. Мы хотим дать понять, те люди, которые показывают себя якобы исламским государством, они ничего похожего даже не делают. Никто сегодня тут не сидит и не стремится создать это государство сегодня. Нет такого намерения ни у кого, нет никакого желания такого. И даже те, которые это стремятся, они делают это не исламским государством. Вот надо это понять. Это ИГИЛ, это, мы говорим, запрещено на территории Российской Федерации, она запрещенная Всевышним даже. И все их действия, все их акты, все их там публичные какие-то казни, астафирулlah, или какие-то действия, которые они это очень любят показывать, они даже близко не подходят никаким, значит, канонам там и так далее. И никак невозможно их оправдать даже. И, к сожалению, говорю же, под такими знаменами для людей какое-то создается впечатление очень неприятное, неправильно, в сторону мусульман. И поэтому задача этого стола была именно в этом, чтобы в первую очередь поняли мы, и чтобы Аллах берсал, эта запись, это значит, этот круглый стол, он понятно, что будет распространен, это разойдется, и люди будут слушать и смотреть, и они должны понимать, что даже намека нету там. Вот эти злодеи, они ведут абсолютно не мусульманские далеко
бесчеловечный какой-то образ жизни. Я для завершения, значит, передаю этого мероприятия, передаю слово Салимджан Хазрату. Пожалуйста. Бисмиллах, алхамдулиллах, салату вассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи ва ман валях, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, уважаемые братья, возможно, даже сестры, которые нас слышат, уважаемые гости. Как вы поняли уже, тема сегодняшнего нашего круглого стола – это великодушие ислама. И когда мы говорим про слово «ислам», само слово «ислам» – это как ислам, это является добром, является миролюбием. И даже вот корень слова «ислам» происходит от арабского слова «саляма», то есть быть в безопасности, предоставить безопасность и спокойствие, быть смиренным перед Аллахом. И поэтому сегодня в своем выступлении я хотел бы затронуть некоторые конкретные темы, которые касаются великодушия, чистоты ислама. И как его еще называют на сегодняшний день таким модным термином, да, толерантностью ислама. К сожалению, на сегодняшний день с телевизора, там, СМИ, интернет там, и так далее льется огромный черный поток пиара, черного пиара, когда очерняют саму религию ислам, очерняют и самих мусульман. И вот даже вот в СМИ вырисовывается такой вот образ, да, то, что вот это вот такой оголтелый, такой с растрепанными волосами мужчина, крепкого телосложения, борода длинная, в разные стороны растрепанная, глаза горят, да, он там с ножом что-то, с таким вот видом, да, он что-то пытается как-то навредить. И вот так вот представляют мусульманина. И как бы это ни печально не было, но это сегодня составляет такой стереотип современного мусульманина. И зачастую сформирован по причине самих же мусульман. Не всегда, но зачастую. И поэтому, как говорится, эти стереотипы нужно ломать, эти стереотипы нужно изменять, и поэтому нужно пытаться изменить вот это вот представление людей и изменить перед Аллахом, а затем и перед всеми людьми, и стать добрыми, великодушными, которые готовы прийти на помощь. Вот пример из нашего города, да, вот из города Нижнекамска. Вот, альхамдулилля, каждый год на Ураза Байрам, да, на Курбан Байрам, Ураза Гайта, Курбан Гайта, у нас как бы организовывается вот эта вот благотворительная помощь, когда мы развозим пакеты по городу. Альхамдулилля, хорошо, братья помогают, приходят, на машинах развозят, но что я замечаю? Из года в год количество тех, которые приходят сами, давай я развезу, куда нужно развезти, количество этих братьев почему-то падает. А также и из года в год это одни и те же, можно сказать, люди. То есть новеньких лиц очень появляется редко. И поэтому, если раньше, то есть было огромное количество людей, да, которые рвались развести, их становится все меньше. А хотя вот мало кто, конечно, задумывается, но вот эти самые развозы пакетов, помимо помощи нуждающимся, это является еще и пользой для самого ислама. Является пользой и для самого мусульманина. Почему? Потому что этим действием, когда люди начинают видеть то, что оказывается бородатый, который пришел к ней домой с пакетом, это не тот, который по телеку показывают, такой там с ножом там, и хочет там нанести вред, там убить кого-то, да? Это, оказывается, добрый, приятный молодой человек, который принес пакет, который что-то хочет сказать, поздравить с праздником, сказать, мы вот с мечети, мы вот принесли вам пакет с продуктами там или с мясом. Вот в этом даже есть польза. И поэтому мы должны задумываться над тем, то, что вот мы, как мы себя позиционируем в обществе, как мы себя показываем. И когда мы говорим о великодушии ислама, то основой этому слову, то, что ислам великодушен, ислам прощающий, ислам миролюбивый, и который побуждает к этому, являются слова Аллаха Субханаху ва Тааля в суре Шура, 40-й аят, «Фаман афа ва аслаха, фа аджруху аля Аллах». И тот, который прощает, который простит, и тот, который устанавливает мир, тому будет награда за Аллахом. То есть его награда будет дана ему Аллахом. И поэтому каждый раз, когда мусульманин прощает, каждый раз, когда он пытается установить мир и спокойствие, то Аллах Субханаху ва Тааля дает ему награду сполна.
и за его вот это вот желание, за его благое намерение. Также в священном хадисе Аллах Субханаху ва Тааля, хадис Кудси, Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Поистине я сделал несправедливость запретной для себя и сделал ее запретной между вами, и поэтому не угнетайте друг друга». И вот исходя из этого хадиса мы понимаем то, что установление мира должно быть таким образом, как нам это заповедовал Аллах, как нам приказал Аллах Субханаху ва Тааля. То есть, если мы хотим установить мир, мы должны что делать? Мы должны быть справедливыми. Справедливыми везде. И это означает, что несправедливость, зульм, он запрещен. И поэтому мусульманин, когда говорит о несправедливости, он не должен искать там несправедливость, там несправедливость, здесь несправедливость. Он должен начинать с самого себя. То есть, я не говорю то, что это как бы должно уходить без внимания. Нет. Однако мы в первую очередь обращаем внимание на себя. А мы сами являемся ли справедливыми? Мы сами со своими семьями, со своими детьми, дома у себя, в мечети, на работе, являемся ли мы сами справедливыми? Или даже, например, за рулем, когда едем, да, куда-нибудь там, какой-нибудь там населенный пункт по дороге, там, да, мы сами справедливыми являемся. И поэтому, если каждый из нас примет эти слова Аллаха Субханаху ва Тааля, то безусловно, если каждый из нас этому подчинится, то безусловно Аллах Субханаху ва Тааля установит мир и спокойствие на этой земле. Также Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит: «Кунтум хайра умматин ухриджат линнас, та'муруна бил ма'руф, ва танхауна анил мункари, ва ту'минуна биллах». Вы являетесь наилучшей из общин, которые появились на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от порицаемого и веруя в Аллаха. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля вместе с этим призывает нас, чтобы мы были неравнодушными, чтобы мы призывали людей к добру, к благому, чтобы мы старались удерживать от греховности, таким образом, как это предписал Аллах Субханаху ва Тааля. И поэтому границы великодушия ислама, они четко указаны в аятах Корана. Они четко указаны в хадисах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому, если мы тщательно будем изучать эти два источника, а также будем понимать эти два источника в соответствии с толкованиями наших великих ученых, как имам Абу Ханифа, имам Шафи'и, имам Малик, имам Ахмад, а также остальные ученые, то, иншааллах, мы увидим то, что это принесет для нас большие, великие плоды. И поэтому, если мы изучим эти два источника, если мы будем их понимать так, как их понимали ученые, то мы увидим то, что эти два источника несут все ответы на все жизненные ситуации. Абсолютно все. Где бы мы ни оказались, в какой бы мы трудной ситуации ни оказались, всегда мы найдем ответ. Даже когда ты останешься одинешенек где-нибудь в тундре или в тайге, где нет никого рядом, да, ты один единственный остался, даже в такой ситуации ислам обучает тебя, как поступать, как ты будешь молиться. Ты будешь брать тахарат, или, если есть опасность того, что ты заболеешь, брать нужно таяммум. Если ты долгое время находишься там, что тебе делать? Читать для тебя пятничную молитву, джумга намаз, является ли она для тебя фарзом? Все это указывается и обучается исламом. И поэтому, как я уже вам сказал, два источника. Если мы их изучим, если мы их поймем правильно, то на все жизненные ситуации мы найдем ответ. И поэтому ислам, религия ислам, шариат, он также расписывает образец поведения в случаях, когда что-то происходит неприемлемое, когда происходит что-то греховное, когда что-то происходит, что с точки зрения религии этого делать нельзя. И поэтому на сегодняшний день нужно сказать то, что в мире происходят события, которые с точки зрения ислама это очень плохие дела, плохие поступки, порицаемые действия, как, например, то, что происходит
в Бирме, в Мьянме, да, где буддистское большинство прямым образом уничтожает мусульманское меньшинство. Об этом заявляли ведущие мировые СМИ, об этом даже в Москве там, и в других городах проводили какие-то демонстрации. То есть об этом громко заявляли. И вот интернет переполнен этими фотографиями и видео. Также в мире происходит распространение похоти, разврата, да, распространение прелюбодеяния, распространение однополых браков, гомосексуальность, да, когда в воспитании детей внушается такая идея, как вседозволенность. Ребенок всегда прав. Что бы он ни делал, ты как родитель, ты должен тихо смотреть на него, улыбаться и громко вздыхать. Ничего более. То есть вот это вот ювенальная юстиция, когда говорят то, что якобы ты должен то есть ты не должен делать какие-то резкие какие-то движения, когда даже, например, твой сын, Аллах сакласын, да, придет с папиросой во рту, там, да, весь его рот заполнен там обсценной лексикой, да, там мат, перемат там и так далее, ты должен к этому смотреть терпимо. Вот здесь вот, с точки зрения ислама, это вопросы, в которых не можно просто так сидеть и смотреть, как, допустим, тот же самый там маленький щегол, допустим, делает какие-то неприятные поступки. Как мы это понимаем? Из чего мы это извлекаем? Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: если кто-либо из вас увидит порицаемое, то пусть исправит это рукой. Если же он не сможет, то пусть исправит языком. Если же он и этого не сможет, то пусть исправляет сердцем, то есть выражает свое несогласие в сердце, и это является нижайшей степенью веры. Комментируя этот хадис, имам Шафи'и сказал, то, что исправление порицаемого рукой – это прерогатива правителя, обладателя властью. То есть кто может рукой дать, допустим, там, условно говоря, по голове, тумак там, запретить что-то, да? Это кто? Это, говорит, правитель. Человек или же, как говорится, структура, которая обладает большой властью государства. Или же, например, который обладает малой властью, как, например, отец, глава семейства. Безусловно, в данной ситуации и для этих людей он является правителем. Или же, например, какой-нибудь руководитель организации, когда он что-то хочет сделать в своей организации, что-то изменить, что-то убрать, что-то там это, да, он может применять также исправление своей рукой. А также, то есть, руководитель школы там и так далее, да. И поэтому, опять возвращаемся к тому сыну с папиросой, да. Если придет он домой в таком вот виде, Аллах согласен, пусть Аллах убережет нас и наших детей от таких поступков. Но если это произойдет, то отец, с точки зрения ислама, имеет полное право перехода к активной фазе воспитания своих детей, как говорится, да? И поэтому вот исправление рукой порицаемых действий, это касается лишь правителей, касается лишь обладающих властью. И, к сожалению, вот некоторые мусульмане из-за неправильного понимания данного хадиса иногда совершают ошибки. Иногда совершают глупости, которые в итоге приводят часто к тяжким последствиям. Например, когда читают в книгах тех же самых больших ученых, имама Абу Ханифы там и так далее, оказывается, нужно давать наказание. Такое-то действие, такой-то грех, нужно сделать такое-то наказание. Такое-то там это, да, это нужно сделать такое наказание. И, то есть, получается, они говорят, самолично нужно выполнять эти самые наказания. Однако ученые, которые пишут об этом в книгах, они говорят, то, что наказание производит, выполняет правитель. Наказание делает руководитель целого огромного государства, а не тот человек, который там руководит там, да, виртуальной там республикой Шкит, как говорится, да. И поэтому в исламе самовольство, самоуправство, самосуд, он крайне порицается. И поэтому, когда человек, он думает, что он совершает добро, он думает, что совершает какой-то хороший поступок, но в итоге он может сделать то, что это приведет к еще большему злу. Поэтому, как ученые говорят, наказание дает лишь правитель.
И поэтому, чтобы таких ошибок не возникало, чтобы таких недопониманий у нас, у мусульман, не возникало, мы всегда должны полагаться на знания. Мы всегда должны полагаться на знания, а не на какие-то горячие эмоции, всплеск, да, что-то там, допустим, заболело в сердце, там не могу, там, да. Мы всегда должны рассуждать трезво. И всегда должны прибегать к помощи и комментариям знающих людей, для того, чтобы такие ошибки не допустились. И поэтому имам Аль-Бухари, когда писал свою знаменитую книгу Сахих Аль-Бухари, которая является, по мнению ученых, самой достоверной книгой после Корана, он в главе знаний назвал, одну из глав, он написал в комментариях к этой главе, сказал: «Знание прежде слов и дел». То есть, хочешь что-то сказать, ты должен обладать знаниями относительно этого вопроса. Хочешь что-то сделать, на сегодняшний день это вот конкретно нас касается, ты должен обладать знаниями, что ты совершаешь, как ты поступаешь. И тогда, инша Аллах, у мусульман будет намного меньше проблем с этими вопросами. И в конце хочу сказать, мы, как мусульмане, вот по официальной статистике, она распространена в интернете, даже в Википедии можете найти, да, в процентном соотношении, вот в Российской Федерации, мы составляем от 10 до 15%. Официально, да, мусульмане от 10 до 15% из всего населения. То есть малочисленная традиционная конфессия, религия. И как говорят ученые, когда мусульмане находятся в меньшинстве, в каком-нибудь обществе, в какой-нибудь стране, они всегда должны думать, что они делают, что они говорят и к каким последствиям это может привести. И поэтому вот у нас то же самое. Когда мы хотим что-то сказать, мы должны 7 раз подумать об этом, прежде чем об этом сказать. Когда мы хотим что-то сделать, мы должны подумать 7 раз перед тем, как это выполнить. Почему? Потому что когда мы что-то делаем, и кто-то другой видит, простой какой-нибудь там, допустим, Иван, наш сосед, да, христианин, он не говорит то, что это сделал Абдулла, он говорит, это сделал мусульманин. Он говорит, это сделал такой-то там бородатый, там и так далее. То есть он не сводит эту проблему, эту ошибку к какой-то конкретной личности, он сводит это ко всему исламу. И хотим мы этого или нет, но каждый из нас, когда он находится где-то там, допустим, да, в обществе, да, он олицетворяет собой ислам. Когда мы что-то поступаем, делаем какое-то дело, либо что-то говорим, всегда про нас будут говорить не такой-то, а мусульманин. И поэтому мы должны понимать, да, то, что мы несем ответственность друг за друга, да, потому что по каждому из нас может сложиться какое-то негативное мнение у кого-то, да, и поэтому мы всегда должны понимать то, что мы несем ответственность. И поэтому, как говорят ученые, когда мы хотим что-то сказать, мы хорошенько думаем, чтобы это не привело к хорошим, неприятным последствиям для нас и для всей исламской уммы. Когда мы что-то хотим сделать, мы то же самое должны думать. И поэтому это касается не только мусульман, это касается всех. Если бы все люди и в этой стране, и во всем мире, прежде чем что-то говорить или что-то делать, они бы думали бы, то я думаю, во всем мире было бы намного меньше проблем, чем сейчас существует. И поэтому в конце я прошу Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля дал нам мудрость, дал нам спокойствие, дал нам терпение, чтобы мы могли нормально, да, существовать вот в нашем месте, на нашей родине, где мы родились, в нашем обществе, да, а также благим образом представлять самих себя и религию ислам. Чтобы по нам уже люди восторгались исламом, говорили: машаллах, вот какой оказывается ислам. Субханакаллаху бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллах на рахмат eylesin. Ну вот, добавить вроде бы и нечего. Действительно, я если что-то буду сейчас говорить, я только буду повторяться, наверное. Даже если ты живешь в подъезде, и ты один мусульманин, ты должен понимать, что вся концентрация идет на тебя. Смотрят, как ты ходишь, что ты говоришь, как ты одеваешься, как ты обращаешься со своими детьми, как у тебя супруга выглядит, как она у тебя разговаривает. Поэтому надо быть очень внимательным здесь, дорогие мои.
Мы об этом часто, не всегда это получается в поступках. Тем более ты, если начинаешь свой ислам с внешнего вида, а как правило это так и происходит, прежде чем очистить свои сердца, свои мысли от всякого греховного, да, мы начинаем значит, своего внешнего вида. Ну, это неплохо, конечно, но если этот внешний вид со своими поступками как-то, значит, идет, то да. А если у тебя большая борода, а если у тебя, значит, вид сразу, значит, похож на мусульманина, и если из твоего рта, значит, выходят какие-то нехорошие слова, ты, я не знаю, это очень много ты на себя взял, значит. Ты очень много на себя берешь, если ты, значит, проявляешь себя внешне как мусульманин, а поступками ты ведешь себя даже порой хуже каких-то там, значит, ну, других людей. Поэтому, я же говорю, себя, отращивая бороду, там, значит, себя ставить выше других, это, я не знаю, это глупо, наверное, просто. Поэтому давайте, вот наш город, альхамдулилля, красивый город, он небольшой, мы друг друга знаем. Куда бы мы ни пошли, в школу, в садик, на базар, на работу, обязательно мы встречаем своих одноклассников, одногруппников и так далее. И все смотрят на нас. Ага, вот он мусульманин. Вот он такой же был раньше. Я же помню его в школе, какой был он. Я помню его в подъезде, какой был он. Сейчас он вот такой стал. Вот давайте быть добрее. Давайте быть мягче. Давайте быть именно вот, скажем так, благоразумнее, если на то пошло, для себя хотя бы. Поэтому я благодарю вас, что вы пришли. Аллах на рахматыосын. Мы старались, мы готовились. Иншаллах, пусть Аллах Субхану примет эту нашу работу. Пусть Аллах Субхану каждого поблагодарит, кто сюда пришел, чтобы получить об этом знание. И давайте меняться. Давайте меняться с сегодняшнего дня. Как придем домой, давайте изменим свое отношение к своим супругам, к своим детям. Давайте изменим свое отношение к своим родителям. Давайте станем лучше. Давайте станем терпимее. И если мы наладим отношения в своей семье, улучшим их, хайрукум ли ахлихи. Лучшие из вас те, которые относятся к вашим семьям. Хайрукум ли нисаи. Лучшие из вас тот, кто относится к своим женщинам, то есть маме, дочке, сестре. То есть лучшие из вас. И вот ты не продолжил аят, в котором разделились, значит, для того, для таарафу, и кто? Дальше как идет? Инна акрамукум индаллахи аткакум. То есть, смотрите, Аллах Субхану говорит, то, что я сотворил вас разными племенами, чтобы вас различать, но лучшие среди вас это те, кто богобоязненен, те, кто боятся сделать грех, те, которые боятся сделать какой-то зулем другому человеку. Боятся Аллаха, значит, боятся сделать то, что Он запретил. А мы сегодня много услышали то, что Он запретил. Мы сегодня много услышали то, что Он приветствует, Аллах Субхану ва Тааля, и то, что чему нас учил пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому давайте я призываю и в первую очередь себя, и вас к тому, чтобы мы стали лучше. Джазакумуллаху хайран. Субханака Аллаху бихамдику нашхаду алла иляха илля анта настагфирука ва натубу илейк. الله أكبر الله